Россия сейчас, как и весь мир, живет по григорианскому календарю. Календарь достаточно свежий, ведет историю с 16 века, а в России-то он совсем недавно, по космическим меркам, конечно, с 1918. Отец григорианского – календарь юлианский. Принцип у них одинаковый. Год, полный оборот Земли вокруг Солнца, делится на 12 месяцев. С календарем синхронизирована и астрология, и, следовательно, сейчас наиболее распространена и известна 12-знаковая зодиакальная система. Иметь во всех странах одинаковый календарь и общую астрологическую систему – это, безусловно, удобно. Но так было не всегда. В древности каждая территория имела свои календари и свою астрологию. Русь не исключение. Итак, на Руси до 1 января 1700 года на дворе был 7207 год. В этот период Петр I распорядился ввести новое летоисчисление на западный манер от Рождества Христова. А что же было до этого? Какой был календарь? Итак, основные тезисы. Год делился не на 4, а на 3 сезона – зима, весна и осень. А лето – это год, полный оборот. Отсюда и фраза «Сколько тебе лет?» Не годов, а именно лет. Лет, он же год, состоял из 9 сороковников, в каждом сезоне по 3. В свою очередь, сороковники состояли из недель, в неделе по 9 дней. Вспомните, в народе жива традиция поминать усопших на 3, 9 и 40 день. 3, 9, 27, 40 – это не просто цифры. Это ритм. Ритм, в котором жили наши предки. Цифры правят миром, утверждал Пифагор. По его теории, цифры от 1 до 9 несут всю информацию о Вселенной. В них и настоящее, и прошлое, и будущее. Древний философ девятку называл числом человека из-за 9 месяцев его эмбрионного развития, а тройку считал числом мудрости и представлял в виде треугольника. Кстати, в теории цвета базовых цветов тоже 3 – красный, желтый и синий. Древнейшая система изучения Вселенной выделяет 3 основных энергии – инь, янь и дэн. Джойтиш использует 9 планет, 7 основных и 2 теневые. 7 видимых планет ассоциируют с 7 цветами радуги, а теневые планеты с невидимой частью светового спектра – инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями. Веды запечатлели строение Вселенной в виде мистической диаграммы. Она имеет 9 треугольников, 5 из них смотрят вниз, они женские, а 4 вверх, они мужские. Если присмотреться, девятиричную систему можно увидеть и на руке. Представим пальцы не четными числами, а промежутки между ними четными. 1 и 0 – сигнал и отсутствие сигнала, то есть двоичный код Вселенной. Но вернемся к астрологии. Западная делит небесную сферу на 12 разных секторов, по 30 градусов. В каждом секторе свое созвездие, и относительно этого зодиакального круга рассматривается положение Солнца. Русская астрология имеет другой, свой взгляд на небо, и все тот же ритм – 3, 9, 27, 40. Небесную сферу делят на 2 основных круга – солнечный и лунный. Солнечный круг рассечен на 9 секторов знаков по 40 градусов, а лунный – на 27 неравных секторов по 13 и 20 градусов. Это и есть лунные стоянки. В каждом солнечном знаке по 3 лунные стоянки. Каждому из 9 знаков соответствует свой цвет, а каждый из 27 стоянок – своя славянская буквица. Та, что цифра. Для понимания, в старорусском алфавите буквиц было 49. Из них 27 выполняли роль цифр. Кстати, православная церковь до сих пор их так и использует, по назначению. В общем, по этой теории мы можем общаться с космосом на одном языке – на русском. И нас там поймут. Кстати, в доказательство этой теории находки археолога Рыбакова. Им были найдены 2 гадальные чаши. В одной секторов 12, это образ 12 месяцев, а у другой 9, как символ 9 сороковников. Кстати, лунные стоянки или лунные дома есть и в индийской астрономии. Там их зовут накшатры. Каждая накшатра названа именем своей главной звезды. Кстати, они, накшатры, появились за несколько тысяч лет до зодиака. Давайте сравним восприятие лунных стоянок в русской и ведической астрологии Джойтиш. Например, 20-я накшатра, Пурва-Ашадха, расположена в знаке Стрельца. В русской это 20-я лунная стоянка, соответствует 20-й букве – слово. Взгляните на их начертания, они удивительно схожи. 23-я накшатра – это созвездие Дельфин. 4 звезды в виде ромба сравнимы с 23-й буквой Ферть. Или
25-я имеет символ божества в виде козла на одной ноге. Но чем не 25-я буква Пси? На ритме 3, 9, 27 основано и славянское понимание чакр. Есть 3 уровня. Это тело, душа и дух. На каждом уровне по 3 чакры. Итого 9. У каждой чакры по 3 канала. Итого 27. А число 40 вообще заслуживает отдельного внимания. В самой фонетике русского языка 40 стоит особняком от звучания остальных десятков. 10, 20, 30, 50. По этой логике 40 должен звучать как 4 десятых. Но нет. Кроме того, на Руси был распространен счет сороками. 40 штук товара называли сорочками. Мерную бочку в 40 ведер называли сороковка. Существовали и специальные весы – сороковик. Взвешивали на них до 40 фунтов. Кроме бытового уровня, число 40 фигурирует и в библейских сюжетах. 40 дней и 40 ночей длился потоп. Столько же дней Иисус провел в пустыне. 40 дней от распятия и до воскрешения. И столько же лет, да, именно 40 лет, Моисей водил свой народ. Полную концепцию русской астрологии от автора Михаила Гребенщикова читайте в книгах «Круг стихий», «Лунные стоянки», «9 сороков» и другие.